Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас в Татарстане, в Казани. И надеюсь, у нас сегодня получится интересный разговор. Но, наверное, сначала мы должны представиться друг перед другом. Несколько видеопротокола. Я номинальный главный редактор интернет-издания «Миллиард Татар». Номинальный, потому что у нас там равноправие. Наиль Сулейманов. Силуанов, извиняюсь, да. Может, сами тогда? Силуанов Наиль, главный менеджер информационного агентства «Татар-Инфо», зам руководителя Казанского городского ЧНК имени Хузандая. Ваш человек и наш человек, как говорится, человек на два фронта. Он нас объединяет. Аслан Валеев, зам главного редактора «Татар-Информ» и также участник проекта «Миллиард Татар». Да, я забыл уточнить, что все мы представляем на самом деле Татар-Информ, просто разные издания этого холдинга информационного. Олег Цыпленков, председатель Союза кинематографистов Чувашской Республики и заместитель директора Государственной киностудии Чувашкино и архив электронной документации. Сергей Черпаков, историк, кандидат исторических наук. Мы сейчас тоже кино занимаемся. Специалист по образованию национальной автономии в Среднем Поволжье. А где вы, так сказать, приписаны как преподаватель? Чебоксар. Это госуниверситет, да? Нет. Нет, сейчас я там не работаю, сейчас я больше кино занимаюсь. Ирина Трифонова, главный редактор республиканской газеты «Суга», я еще являюсь заместителем председателя Чувашской национальной культурной автономии. Суга — это газета из Татарстана, да? Да, в Татарстане. Так и находится. И вы, пожалуйста. Я Малышев Константин Анатольевич, председатель Чувашского центра города Казани. Ну и другие должности тоже из общественного. Зам председателя ЧНК Республики Татарстан. Ну, наша сегодняшняя тема, она заявлена была изначально как общая и различная, скажем так, у татар и чувашей, поэтому я предлагаю, наверное, начать с того, что каждый со своей профессиональной, так сказать, точки зрения скажет о том, что вот этого общего и, во-первых, чем живут чуваши и что общего у них с татарами, если можно. Кто-то может начать, да? Ну, во-первых, наверное, это наш язык, который входит в тюркскую группу. У нас одни корни, как бы одна история. И татары, и чуваши. Мы жили на территории Волжской Булгарии. Нас объединяет, наверное, языковые корни истории. Давайте я по истории. Да, как раз хотел Константин Сергей Владимирович попросил. Чуть-чуть То, что мы сейчас стали соседями, это в исторической перспективе совершенно очень короткий срок. В течение, может быть, полутора тысячелетий мы жили всегда в составе вместе, в составе Волжской Болгарии, потом Казанского царства, Казанской губернии. И граница между нами появилась только, собственно говоря, 100 лет тому назад. И, у нас здесь граница, она причем достаточно искусственная, просто как раз тоже специалист по образованию всех таких вещей, потому что и чуваши живут в Татарстане, и татары живут в Чувашии. Это многонациональный регион, который переплелся между собой. Одна судьба, несколько народов, но судьба фактически одна. Может быть, у кого-то разные интерпретации, но мы все находимся под одной кошке, и нам нужно как-то жить с этим. Ну да, я думаю, нам этого вопроса сегодня не избежать, и более того, наверное, с него нужно, мне кажется, начать с наших исторических корней, общностей и разностей. Вы сказали, что есть разные интерпретации, вот можно чуть подробнее об этом? Интерпретация чего? Скажем, наверное, того, как разошлись пути чувашей и татар. Ну, сразу я скажу, что я человек классической исторической науки, даже архивист, 7 лет работал в историческом архиве непосредственно сотрудником. То есть я не краевед, не фольклорист, не филолог, а вот непосредственно, который с миллиметровой линейкой, архивными документами ориентируется. Себе порог я выставляю, это 15 век, когда у нас появляется какой-то фактически архивный материал.
И в этом архивном материале, который вы встречаете с 15 века, тоже говорится как раз о совместном единстве народов, и которые разошлись, собственно говоря, в последние десятилетия, можно сказать. Мне, конечно, комфортно было бы начать со своей темы, с образования автономии, но когда я писал диссертацию, то диссертация у меня была посвящена идеологической программе чувашского национального движения в начале 20 века. То есть, что, собственно говоря, добивались национальные деятели в начале 20 века. И когда искал ответ, формулировал, то есть приходилось возвращаться к временам Казанского царства. Да, с образованием, то есть как жили, в каких условиях жили, изучал источники, у нас источников мало, но они есть, достаточно яркие, интересные, содержательные, много что можно быть говорящее. Но вот недавно, в прошлом году, это был выпущен фильм «Чувашкино. Тайны времени Волги». Как раз, вот, собственно говоря, уже на основе архивных документов, сохранившихся, и чувашских исторических преданий, которые у нас собраны нашим профессором Василием Дмитриевичем Дмитриевым, был создан фильм, как раз повествует о том, как образовалось Казанское царство. Если обратить внимание, то есть тот наш знаменитый Улу Мухаммед, да, который считается основателем, ну там разные оценки, потому что Мухмутак его сын, основатель, а он под вопросом. Но по летописям, по Казанскому летопису, его местное население само пригласило. Для того, чтобы, как написано в тексте, от завоевания русского. Потому что до этого Федор Пёстров прошелся, и фактически вот это население Среднего Поволжья подчинило себе, чтобы они платили дань. И местное население, а территория Среднего Поволжья в те времена была очень достаточно большом количестве, хоть и пострадала от эпидемий и от набегов Орды. Вот именно достаточно многочисленная, земля плодородная, и они совместно с Улу Мухаммедом освободились от этого зависимости, знаменитая Суздальская битва. И как ставлю фильм вопрос о том, что возможно должна была состояться совместная жизнь этих пришедших ордынцев, копчаков, да, и местного населения, которое здесь. Но амбиция как казанского летописца, это указывается, то, что сын Улу Мухаммеда отца своего убил, и сам захватил власть. И с тех времен вот такая, может быть, речь не прибежала, но все равно в течение последующих столетий нам некуда деваться, то есть были периоды схождения и расхождения. Знаменитый эпизод, опять-таки же, конца Казанского ханства, то, что когда здесь же это не так, что в один день пришли и захватили город. Это процесс происходил в течение многих лет, и даже уже Казань брали в 1951 году. И по всем документам, да, потому что выходит, что там были и представители и ордынской, кипчакской, будущей там татарской нации, и чувашской, то есть они были из страны и в Казани, и за другую сторону, в Казани. Не могу пройти мимо против организатора, собственно говоря, как представитель, главный руководитель всего там политической жизни, это местной элиты. Я сейчас не обобщаю, что, но по всем документам это явно видно, что это выходец с нашей манграушской стороны, потому что там для этого много архивных оснований. Чакун Кутучев, знаменитый, который занимался обороной Казани, и, в принципе, сложно говорить о его этнической принадлежности, то есть, конечно, он был мусульманином, но Чакун Кутучев вполне, и тем более то, что манграушская сторона, мы тесно между собой связаны. Последующие столетия тоже об этом говорили, сейчас не буду долго останавливаться, но хотел в двух словах отметить именно образование чувашской татарской автономии. То, что произошло в 1818 году, очень сильно отличается от того, что было до 1818 года. Да, вот мы тоже и в колонках, там тоже мы часто об этом говорили. Да. Вот именно до 1818 года, пока не появилось в мусульманском движении такие радикальные территориалисты, там, да, а так как мусульманское движение оно было неоднородное очень, Илья Салкин называет порядка 10 течений, которые принципиально друг от друга отличались. До этого мусульманские, ну, то есть татарские и чувашские лидеры между собой прекрасно жили. У них практически была совместная программа создания культурной автономии, то есть на территории
культурно-национальной автономии на территории всей России, но когда обстоятельства уже заставили говорить о том, что не всей России, но хотя бы среди Поволжья, создание совместного Волжско-Уральского штата. Это такие дети как раз, как Гаес Исхакиев, Садрий Максудин с мусульманской стороны, с нашей стороны это Алинов, Иван Васильев. И они, по воспоминаниям, они прекрасно между собой ладили, находили общий язык. Но потом, когда состоялась Октябрьская революция большевистская, то там уже пошло в другом направлении. Уже в 18 году начали создавать, поддержали определенные силы среди мусульманского движения, в частности, как раз вот Ибрагимов, там, да, то, что татаристы знаменитые, там, Султан Галиев, Пахитов. И они пошли уже, тогда пошли некоторые разговоры. Но тем не менее, до этого еще важную вещь скажу. Волжско-Уральский штат у нас считается, что по инициативе, создан по инициативе уфимских мусульман, да, тоже вместе с казанскими там. Но вот это безусловно так, но есть там небольшой чувашский вклад, потому что сами газеты тех времен писали, что создание штата впервые вопрос подняли, это творится чуваши, потому что и они совместно очень прекрасно ладили, но уже январские события 2018 года, раздул учредительное собрание, и многие там уже насильственные действия со стороны уже новой власти, они повели, собственно, на раскол. Тем не менее, в чувашском движении вплоть до 2020 года, до образования и Татарской ССР, и Чувашской автономной области, было настроение, что нужно создавать совместную. То есть позиция в Красном море мы показывали в прошлом году, здесь фильм о том, что на территории Средней Поволжья и Урала должна быть совместная Волжско-Уральская автономия, которая будет объединять все эти народы. Все эти народы оно должно было влиять. Даже когда вопрос поставил, что уже все, нет, Совнарком уже свое решил, будет образовано из политических соображений мировой пролетарской революции на мусульманском Востоке, нужно создать территориальную автономию. Даже в 2020 году может там тогда войти в состав татарской АССР. Да? Обсуждался. Да, такие вопросы обсуждались. Потому что нам так легче будет держать, скажем так, сохранять прежнее единство, прежнюю вот эту энергию объединительную. И не то, что против власти, а то, что вообще против сохранять свою возможность, свою энергию для того, чтобы будущее свое устройство произведено. К сожалению, или, может быть, к счастью, это уже вопрос уже спорный, там, да, то есть это смотря с какой стороны посмотреть, так и состоялось, то есть это все-таки граница была проведена, и там возобладали другие немножко силы. Сейчас мне не хотелось бы о них говорить, хотелось бы больше конструктива, позитива, но всегда сохранялись вот эти такие хорошие отношения между народами, которые наши Поволжья. Потому что мы здесь не выделяем, что чуваши, татар. Здесь коренные народы и русские, они даже славяне появились раньше, чем тюрки. Да, микс культура. Естественно, варийцы, мордва, башкиры и все остальные. Поэтому находить вот эти такие силы всегда сохранялись, и сейчас, наверное, тоже исторический этап, который вот ставит вопрос о том, что нужны какие-то консолидационные процессы. В первую очередь не в политическом, административном делении, это вообще самая последняя тема, а именно интеллектуальном, культурном взаимном обогащении, обмене. То есть появление вот этой энергии взаимности, да, то есть, которая принесет, скажем так, нашему Волжско-Уральскому региону, который имеет огромное историческое наследие, культурное наследие. Могу как историк аргументировать, что не так много в мире таких регионов с подобным таким культурным наследием. Просто, к сожалению, у нас не сохранилось. Не сохранилось. Пожалуйста, Таких регионов какой есть? Как узкая Поволжье. Поволжский регион, И разные нации. Средняя Поволжье, я просто Волжская Болгария беру, потому что Средняя Волжская Болгария наша является одним из столпов вообще цивилизации. Ашмарин писал, что болгары сыграли такую же роль, болгары чуваши свои, да, что цивилизационную роль для
всего региона, то есть они перенесли культуру с Китая, с Средней Азии, с Европы и обогатили, скажем так, этот регион. И здесь вырос один из столпов российской цивилизации нашей современной. Наверняка коллеги хотят это как-то прокомментировать, но сначала я бы хотел единственное для себя так уточнить, мне самому интересно. А вот есть какие-то достоверные данные о том, что чуваши представляли собой на момент падения Казанского ханства? В этническом, там, политическом, экономическом, конфессиональном смысле? Особенность исторической науки такой, что там есть только один. Вообще в науке фактом считается то, что можно перепроверить. Взять и сказать, что давайте еще раз, вот как гипотезуем, там курс посчитать, там, пересчитали, подтвердили, да, действительно правильно. В гуманитарной науке такое не обладает такой возможностью. И если мы говорим о достоверности, то есть только один достоверный, скажем так, способ — это машинное время. Да, но мы тоже им не обладаем, чтобы на это посмотреть. И поэтому исторический наука всегда исходит из предположений, гипотез, которые наиболее обоснованы. Да? То есть это целостно, не противоречиво. Для того, чтобы ответить на этот вопрос однозначно, то у нас недостаточно просто материала архивного. Архивный материал был, он многократно уничтожался. То есть я просто периоды, монголо-татарское, понятно, жгли все. Потом это Казанское царство тоже создало свой, и когда было падение Казанского царства, здесь жгли тоже все. Большой урон, огромнейший, который еще, наверное, до сих пор еще не осознан, там, да, вот это в исторической науке мало о нем поднимается, но то, что в начале XVIII века архив Казанского дворца, приказа Казанского дворца, то есть Министерство по делам национальности фактически, да, тех времен, он горел 3 дня. То есть это огромный архив. Да. 3 дня горел. Чем говорит там специально подожгли для того, чтобы вот эти договорные отношения, какие там что там было, все это подравнять. И поэтому вот даже, смотрите, то есть со временем, если люди не будут это передавать из уста в уста, то уже эта информация, она в течение десятилетий погибает. Если бумага или какие-то другие материальные носители, они имеют возможность передать эту информацию. Но у нас прошло, скажем так, вот со времен как раз Казанского царства уже 500 лет, то есть из уста в уста оно передается, в исторических преданиях это такие вещи зафиксированы, там, да, то есть они различного характера, но они опять-таки сложно с ними работать, потому что они наносного там, да, там субъективные. Да. Да не то, что просто неправильно поняли, неправильно так записали, или даже который записывал, могут специально исказить в угоду, скажем так, новую. Субъективизм. Да, да, то есть такой момент есть. Невозможно. Поэтому, еще раз вопрос, в чем чуваши были? Да, что из себя представляет, говорим. Чуваши на уровне гипотезы, да? Я в своей диссертации ссылаюсь на работу Индуса Тагирова, который указывает, что в Казанском царстве татарское население занимало 20%, малийское 30%, а чувашское 50%. То есть половина населения от Казанского царства Тагиров. Я понял. Это не я. Я достаточно чуваш. Ну это авторитет, да. Он, кстати говоря, 11 лет он написал рецензию на мою диссертацию, это как же, нет, не рецензию, просто отклик Верховиков опубликован у нас был. Так ведь эти надгробные плиты же как раз и доказывают, например, я не историк, поэтому я просто филолог. Например, сейчас есть прекрасный музей, да, на территории Волжской Булгарии. Это даже предложение, вот хотелось бы, чтобы там озвучивали даже то, что здесь на территории жили и предки современных чуваш. Это они упускают, потому что язык — это вот такая структура, которая тоже меняется, она гибкая. То есть язык, он гибкий, то есть тут и влияют и политические изменения, какие-то и чисто тот, например, кто является сейчас, в чьих руках находится власть, то есть язык, он тоже как-то гибко подстраивается, потому что, я считаю, например, если взять, что надгробные плиты, например, написано арабской вязью, но они читаются на чувашском языке, но, наверное, еще тогда, это в 1922 году, да, приняли ислам. Просто мое мнение, когда то есть племена, жившие на территории Волжской Булгарии, приняв ислам,
То есть они взяли их письменность, но еще язык, например, они свой как бы еще сохранили, то есть они говорили на чувашском, наверное, а потом постепенно стали молиться на арабском языке, потому что и как-то язык, наверное, слияние вот такого древнечувашского, например, языка и арабского языка, это как бы и получился такой татарский язык, как продукт, вот, который именно принятие ислама изменил язык, не знаю. Кипчакский язык не мог Кипчакский родиться из язык. слияния болгарского. Ну, понятно, языки очень похожи, не знаю, но я не знаю, как отвечают на это историки, потому что же арабской вязью написано, это, наверное, те чуваши, которые приняли ислам, уже стали мусульманами, а текст читается на чувашском. Вы сказали про музей, вы имеете в виду музей в Болгарии, да? Да. Там, например, экскурсоводы все рассказывают, но про чуваш вообще никак не упоминают. Они говорят о крестное население. Я тоже обратил внимание. По легендам и рассказам о крестном населении написано Беляре. Я тогда еще какое окрестное население-то? Есть такое окрестное население? Я как бы не Почему-то ставится на значит чувашские. Ну, кстати, Ну это да. к вопросу о чувашах и татарах, и как у нас... Чтобы еще одно такое дополнение, например, на территории Альметьевского района до сих пор есть сельское поселение, где чуваши придерживаются своей древней веры. То есть, ну, их называют еще язычниками. И они сохранили свои тюркские имена. Очень интересные имена, например, там есть и Саламби, там Уктия. Изяндюк, Петруха, Да. Валюрка. Это все моя родня, у меня дедушка оттуда. И еще они похожи, как бы, если сравнить, как немножко похожи на татарские имена, да? Вот, Тюркские. татары тоже, они, приняв мусульманство, они тоже изменили свои имена. У них как больше арабских имен. Но не сразу, в веке 19, по-моему. Вот на самом деле я хотел поддержать. Туда съездить, например, да, вот такой организовать какую-то экскурсию, встречу со старожилами, это очень такой, даже фильм можно снять про них, вот даже представители кино сидят, да, вот интересный фильм, просто надо это сохранить пока, потому что молодое поколение, оно тоже уже принимает на православную веру, но они пока сохранили свои историческое прошлое, исторические корни, имена свои. Что интересно, вот они, которые живут по старой вере, да, чувашской вере, себя называют чувашами. А вот людей, которые приняли христианство или живут в христианстве, они не чуваши, они крещены. И есть такие деревни, допустим, где живут вот на границе Татарстана и Самарской области, Афонкино, Угингель. Афонкино, Сережки. Да, Афонкино. В этой деревне живут один народ, говорящий на одном языке, но они считают себя двумя народами. Один народ себя называет чуваши, они живут по старой вере, а другой народ тоже говорит на чувашском языке, но себя называют крещенами, так как они живут по православию. То есть само слово «чуваш» первоначально означало признак религиозной принадлежности. И таковым остается до сих пор для чуваш, которые живут по старой вере, по чувашской вере. Не по старой, по чувашской вере. Они чуваши, остальные, хотя и на одном языке говорят, они уже не чуваши, они крещены. То есть это к слову, происхождение слова чуваш. Я предполагаю, что само слово чуваш возникла, то есть необходимость обозначить по религиозной принадлежности представителя одного народа произошло, видимо, тогда, когда Волжская Болгария приняла ислам. Один народ, верхушка приняла ислам, но Ибн Хадлан пишет, что не все приняли ислам, и народ, называемый сувазами, отказался принять ислам. И тогда Эльдебер сказал: я мечом заставлю принять истинную веру. Религиозная гражданская война, и большая часть сувазов, пишет Ибн Хадлан, во главе с Вырыгом, покинула город Сувар и ушла за Волгу куда-то. Можно предположить, что они как раз основали нынешнюю столицу Чебоксары, которые они первоначально назвали Малые Сувары, Даде Сувар. Именно по таким названиям этот город был занесен впервые на карту Российской империи. А черемисцы
назвали его город Суваров, Суваска, нынешняя Чувашская Шувашка. Вот. И вот народ живут вместе, эти, значит, мусульмане, эти по старой вере хорошо живут, не враждуют, одна культура, один язык, религия. Но умирает мусульманин. Где его хоронят? Не в старом же кладбище, по-чувашски Шва называется. То есть для него надо было уже строить мазар. И постепенно кто-то ходит в мазар, это значит мусульмане в мазар ходят, а все те, кто не приняли ислам, те, кто живет по старой вере, они все ходили в Шва. Значит, туда и Эсегел, и Буртасы, и Сувар, ну все, кто не принял, все вместе, они Шва. И путем объединения суффиксов получается Шващ. Люди, ходящие Шва, это получится, кто они? Шващ. Мы же говорим на чувашском пулу, ну, рыбак, пулон. А как зовут рыбака? Пулыщ. Суффикс добавляется. Так же татар. Да. И я думаю, что вот с тех пор как раз и вот пошли эти разделения. Поэтому до этого мы слово чуваш и не слышим, потому что болгары, да, не было и не могло быть, потому что такого не было. Но я хотел о другом. Вот насчет других регионов, вот так делать, компактно проживая несколько народов и несколько конфессий. Давайте посмотрим примерно такой регион, Ближний Восток. Что там происходит? Войны, пожары, ненависть, распри, а там всего лишь два народа и две религии практически. Ну, можно. А у нас тут чуваши, татары, эрзя, мокша, удмурты, марийцы, русские. Хорошо же жил, дружно же жил. Я сам родился и вырос в Батырском районе Чувашской республики. У нас район интернациональный, 20 с чем-то процентов нижеры у нас. Мы шутим, это те же самые татары, но со знаком качества, да? Значит, нижеры. У нас живут эрзя, мордовские населения, эрзя, чуваши и русские. Ну, как бы это. Значит, и поэтому я с детства вырос в такой культуре. Во время концертов всегда и татарские, и русские, и чувашские, и мордовские. Это для меня это было само собой разумеющееся. Это как бы назвать. Но в то же время я знал, что Межеры это Межеры не мы. Детство, да? Это же Шабырдан в вашем районе, да? Да, Шабырдан в нашем районе. Тукаева Мусамастера. У нас Шабырдан, Кызыл-Чешма, Кызыл-Камыш, полевые бекшики. Да, вот, по-моему, деревья, большие крупные деревья. И вот родители, да, и вот жители Батырского района. Я часто наблюдал, к нам приходили гости, татары, друзья. И вот наши родители с ним разговаривали на татарском языке, а он с ним разговаривал на чувашском языке. И всегда вот так общались. Встречаются татары или чуваш, да? Межер и чуваш. Межер говорит по-чувашски, чуваш говорит на межер, на языке межер. Или если это ирзя, наоборот. То есть ирзя говорит по-чувашски, а чуваш. 3-4 языка знали все жители. Вот это какое-то было единство. Я даже думаю, вот этот опыт нашего вот, проживания вот, наших народов, это представляет пример для подражания для всей цивилизации, мировой цивилизации. Как вот здесь живем и как вы живете, смотрите. Это фактически объективно те же самые условия. Разные как бы, языки в какой-то степени, разные конфессии. У нас, что касается в чем схожесть, мы во многом похожи и во многом мы не похожи. Чуваши. Мы похожи, татары в нашем районе, да? Значит, они всегда, ну, во-первых, по одежде мы различались, да? Значит, раз. Но когда к ним в гости приходишь, точно такое же гостеприимство, даже может быть лучше, чем у чуваш. Это всегда было. В этом мы все похожи опять. Язык. Он тюркский язык, он похож на то же время чувашский язык, ходит
болгарскую серию языков, и он является единственным живым болгарским языком. Татарский язык это входит в кыпчакский языковую группу, и поэтому иногда некоторое напряжение возникает, когда не очень ведущие, знающие люди говорят, мы татары являемся болгарами, а чуваши нет, мы только мы болгары, и какие они татары, болгары, или вообще язык кыпчакский. Это в какой-то степени должно бы нас объединять, наше вот это. Вот к этому мы должны вести. Да, язык болгарский и чуваш, но в то же время мы являемся и татары, и чуваши, и остальные народы, мы все являемся, входили в состав Волжской Болгарии. Мы осознанно говорим о Волжской Болгарии, потому что на чувашском языке болгар, он более подходит слову болгар, чем булгар. То есть для нас эталон чувашский, поэтому мы говорим Волжской Болгарии. Ну, вот так примерно, кратко скажу пока. А вы сказали про чувашскую веру исходную, да? А много сейчас людей исповедуют чувашскую народную? Чуваши вообще, хотя мы являемся, приняли ортодоксальную религию, русскую православную церковь, да? Значит, мы фактически живем двумя религиями. Значит, официально до сих пор есть целые деревни, где живут чуваши. То есть те, которые живут по старой вере. Они не приняли ни христианство, ни мусульманство. Как мы в свое время отказывались принимать ислам в составе Волжской Болгарии, и еще раньше на Кавказе, с Кавказа потом и ушли, что не хотели принимать ислам. Точно так же мы наотрез отказывались принимать христианство. Долгое время покидали деревню, уезжали в Сибирь, Пензу, Красноярск, Башкирию, аж до Турции, лишь бы не принимать чужую веру. И до сих пор остались целые деревни, где живут по старой вере. Тура, мы называем Бог, и иногда его говорят, это не язычество, потому что Бог один, говорят чуваши, Туру Таре. Ну, есть разные, которые... Язычество это многобожие. Это язычество уже многобожие. Это уже марийские. То есть теологи, да, считают чувашскую религию одной из дальнейших направлений зороастризма. Когда же мы на Иране жили, это зороастризм, и тогда, наверное, мы как раз приобщились. А по повседневной жизни, вот, допустим, да, чуваши, как это, в обрядах, вот, допустим, значит, пришли гости, да, надо как-то их угощать. Мы угощаем по солнцу. В церкви все делается против солнца, а мы делаем по старой вере. По старой. Никто это не осознает, но это как бы так принято. Да, по солнцу. Значит, наливаем, поминаем, как бы это им, старикам наливаем. Христианство категорически запрещается. Ваши делают. Идем каждый, то есть раз в год на кладбище, Симик называется, да? Даже называется по старой еще чувашской вере Симик. Значит, всех кормим, вот, наших умерших, да, ходим, значит, оставляют еду, поминают, нельзя по православию делают. Долгое время, когда все-таки переводили Библию, Бог же, да, а у нас раньше было Тура, говорили. Ну, ни за что не смогли нас заставить говорить Бог. Так и осталось Тура. До сих пор мы говорим Тура, так и остались Тура. И ходим в церкви, поклоняемся, молитвы читаем, Тура. Турбаба, я даже говорю. Да. Ну, что касается, вот, конечно, подавляющая часть, это официально православные. Но есть и вот такие. Но есть, естественно, и атеисты, как говорится. Сейчас. Да. Насчет Тура и к вопросу, значит, что представляли из себя в 16 веке, там, да, то есть сразу, как архивист, как документ, это сразу быстро напомню, что у нас на самом деле тема вообще не изучена, документов еще много. Вот недавно с удивлением увидел, что была издана монография научная Илюшина, очерк военного дела и военная история мордвы чуваши марийцев в 16-17 веках. Да? Я, к сожалению, не смог ознакомиться, там как раз на архивных документах, которые у нас сохранились.
И на обложке там изображен чувашский тархан. Тарханы — это как раз вот как была устроена жизнь там, да, то есть она вот тархан, и к чувашским преданиям тархан — это не тот, потому что лицо считается тарханом, кто собирает дань. А у чувашей раньше тархан еще выполнял жреческие функции. Тора, хан, то есть он служащий Богу, там, да, то есть он и военным делом, и Богу служащий. То есть они как раз, это записаны были в 19 веке, Арзамасцевым, по-моему, там, да, такие сведения в Сурманском районе, то, что раньше тарханы управляли всеми этими делами, то есть они проводили и общие обряды большие, и военным делом в том числе. Если кому интересно, рекомендую, сам пока не почитал, как он писал Ильюшину, что она скоро должна была быть выставлена в Тайпограмму, писал, что она в интернете книга должна быть. Да, и вот, извини, Сергей, я еще пример хотел, как пример религийный живем. Вот моя бабушка, да, со стороны отца мы ее называем Азанье. Это значит старшая мама. Азанье. Она была очень верующий человек, ходила в церковь, значит. Но у нее получилось так, что первые 3 детей умирали. Кто, когда 2 года, когда 3 года. Он их называл христианскими именами. И вот когда родился 4-й сын, старший брат моего отца, извините, в чувашском языке нет родов, я поэтому иногда могу говорить. Так же, как татарском. Да, могу говорить. Думаю, по-чувашски он может сказать, когда женщина. Она значит, назвала его по старому чувашскому имени Юман. То есть у нас по старой вере, да, если в таких случаях ребенок умирает, то второго ребенка обязательно надо назвать, если мальчик, или Арслан, лев, да, вот, или Юман, то есть, или Марка, то есть такой, значит, крепкий. Если же девушка, то Чегесь, ласточка, там, Саламбей или Мбе. И в таких случаях ребенок как бы выживет. Я в свое время много снимал свадьбы, когда был свободным художником, оператором, деньги зарабатывал так. Значит, часто встречал, и в Казани много снимал, в Чувашской республике снимал. И вот когда приходишь в дом молодой жены, я всегда старался брать интервью у бабушек. Расскажите, как вы замуж выходили, какие песни играли. И вот когда бабушка говорила, как зовут, она говорила Чегесь. Допустим, да? Я говорю, а сколько детей умерло перед вами? Она говорит, откуда вы знаете? Я говорю, ну вас же назвали так. И у всех спрашивал, значит, а было ли случай такой, вы назвали Чегесь или Юман? Не было такого случая. Никто, ни один человек не припомнил мне, чтобы назвали бы вот так, и этот человек, мальчик умирал, и девушка умирала. И как оберег был. Как оберег. Вот. Или до сих пор, вот, допустим, когда нет дождя, да, в Татарстане яркий пример, всегда мы проводим уджук, уя, и дождь появляется. Даже опять обращаемся к старой, как бы. В этом году так случилось, да. Улыбаются, да? Каждый год так? Да. Каждый год. Хорошо, Один пример расскажу. Проверите, значит. Мы ежегодно вот, проводили и проводим паломничество, называемое его, по историческим и памятным местам, связанным с историей чувашского народа и Волжской Болгарии. На автобусах у нас стоят котлы, палатки, мы сами скидываемся, нанимаем, арендуем автобус и выезжаем на неделю, на 10 дней. И вот один год была жаркая погода, неделю много не было дождя, мы в Беляре. В Беляре делаем значит, чук по старой вере. Там и татары есть. Я шутку спрашиваю, скажите, что просить-то у Бога, да, что просить, скажите? Дождя говорят. Хорошо, дождя мы, значит, сделали чук. Как, всю ночь дождь. Вот я под утро проснулся в палатке, лежу, теплая вода. Там такое место никогда не заболеваешь. Вода теплая. Целый день дождь. Значит, мы поехали в Болгар потом. В Болгаре, там на берегу Волги есть столб, который мы поставили, каменный столб. Около этого стоим, кругом тучи. А мне сейчас говорят, ну сейчас попроси-ка солнце. Попроси, сейчас увидим. Твой тур поможет, не поможет. Ну так. Какое там солнце, там видно, что на неделю дождь пойдет. Но делать нечего, я положил это солнце. Как будто кто-то развел.
Кругом тучи, и мы на высоком берегу, на фоне Болгара, лучи падают на нас, фантастика. Это было на самом деле, руку даю на это. Если был бы хлеб, я бы хлеб взял бы и сказал. Вот иногда и вот, думаешь, вот, разные. Наверное, Бог-то один, но к нему, наверное, вот разные есть дороги. В принципе, наверное, если душа открыта, добро это, наверное, слышит. Как бы его ни назвали, или Аллах, или Христос, или Будда, он один все равно. Просто есть что-то. Извините, да, это Нет, я хотел... за мои воспоминания уже, наверное, старее. Интересно, хорошо, хорошо. Кстати, будет потом уточнение, если можно, по свадьбам. Это очень интересный момент. Свадьба – это такая вещь, которая, на самом деле, раскрывает народ, и, мне кажется, интересно сравнить татарские и чувашские свадьбы, но это чуть позже, если можно. Вот, Константин Анатольевич, вы обозначены как руководитель Казанского городского ЧНК, национальной культурной автономии, я понимаю, да? Это несколько как формальная должность, вы же чем-то занимались. Насколько я знаю, вы тоже были главным редактором СУАРа. Еще занимаюсь журналистикой. То есть вы журналист. Это означает, что вы, наверное, все время общаетесь с людьми и общались с чувашами Татарстана, да? Вот Олег Михайлович сказал интересную вещь, что у чуваши есть некое как бы консолидирующее такое мнение о том, что мы живем в мире, и это, хорошо, да? Это как бы для всех чувашей характерно, и для татарстанских тоже. Вот вопрос удивленный. Просто мы же знаем, что есть чуваши, которые хотели бы приватизировать, скажем так, болгарскую историю, да? Нет, вы понимаете, я понял вопрос. Да. Если бы чуваши считали себя ущемленными какими-то здесь, находясь в Татарстане, может быть, такие мысли и выходили бы на первый план. Но в моей практике такого пока нет, чтобы о каком-то суверенитете здесь или отделении речь шла. Хотя при образовании чувашской автономии и татарской автономии такие моменты на приграничных территориях были. Например, это у нас деревня Канаш, это вот территориально Дружановский район, но он это с территории деревни относится к Шемушинскому, если я не ошибаюсь. Как анклав, получается. Да. И в памяти. В Буинском районе тоже есть такой анклав. Мы его назвали сейчас сорвалось с языка. И То что? есть это во время территориального деления они решили быть в составе Чувашии, потому что население Чувашии там такое есть. Тогда современно, в наше время, да. Просто тогда еще и конфессиональная идентификация, видимо, играла большую роль. Вы знаете, другие же остались, вот что интересно. Видимо, это, я предполагаю, что это произошло благодаря миграционным связям. Мы все прекрасно знаем Столыпинскую реформу, и до чувашское население очень сильно мигрировало, в том числе и из-за относительной христианизации. То есть на Урал уходили, другие места расселялись. И надо здесь уж предысторию, наверное, сказать. Есть же чуваши верховые, низовые, средненизовые, это этнографические группы. Еще там небольшие группы есть. И родство вот со своими корнями деревни, которые переселялись на территорию современного Татарстана, они поддерживают. Вот, допустим, там как раз на Армейском районе есть деревня Убеева, да? Убей. И в Дружановском есть Убей. Они родственные. Они поддерживают связь. То же самое и про Татарстан можно сказать. Новые есть в Дружановском, есть в Черемшанском. Исходя из этого, предполагаем, что вот эти анклавы, они остались на территории Татарстана, но в составе чувашей именно из-за этих родственных связей с корнями со своими на территории Чувашии.
Вот вы сказали, что народ бежал от христианизации насильственной, да? Но, наверное, надо как-то обозначить, сколько все-таки чувашей вообще, в принципе, насколько я знаю, 1,5 миллиона, да, в России? Или нет? А? Сейчас. А что же сейчас? Ну, на данный момент. Ну, было Было 2 больше, миллиона, меньше? 2 миллиона было у нас. А, То есть уменьшается, Уменьшается, конечно. а, С каждой переписью. Ну, причина тут разная, наверное, но русификация идет. Происходит. И происходит русификация. Мгм. Записываются русские. Особенно те, кто в города Да. уезжает. Ну вот, 2 миллиона было в каком году? я как-то вот так, мне попросили сделать доклад по итогам переписи. Я смотрел в советское время, после каждой переписи численность чувашей увеличивалась на где-то на 150-200 тысяч. Каждые 10 лет. Да, каждый. Так. Значит, последняя перепись в Советском Союзе была проведена в 1989 году. У нас было 1 миллион 800 тысяч. Следующая перепись должна была пройти в 2000 году, и по этой динамике, значит, в 2000 году у нас должно было быть 2 миллиона, и больше. Но перепись не была проведена тогда, в связи с финансовыми этими делами. То следующая перепись еще через 10 лет, у нас тогда уже было 1 700 000. Нет, следующая перепись была в 2002 А, втором, да? Да. Уже Россия не союз. Уже Россия. Да. Нас уже было 1 700 000. Значит, я тогда еще говорил, надо достать от того, что у нас должно было быть 2 миллиона, сейчас 1 700 000, 300 тысяч мы как бы упали. Нет, говорит, 100 тысяч всего лишь не так страшно. Следующая перепись у нас уже 1 400 000. Еще минус 300. Да, вот последняя перепись. Значит, еще 300 тысяч мы упали. Я пока не знаю, какие будут итоги следующей переписи. Вот в октябре этого года. Да, да. Тенденция, она такая, ужасающая, если вот так смотреть. Цифры вообще страшные. А они, численность чувашей падает вне Чувашии? И у нас, и там, и тут. А в Чувашии сколько сейчас чувашей? Около меньше миллиона. А в процентном У нас отношении? половина почти живет за пределами Чувашии. Половина Чуваши живут. А в самой Чувашской республике какой процент чуваш? 67%. Две трети. Самый малоэтничный. Да, практически так, да. И все равно падает, да? Да, все равно падает. Но тут причина есть, и она и для меня непонятна. Почему так происходит? Отец чуваш, мама чувашка, ребенок русский. Отец чуваш, мама не чувашка, ребенок это не чувашской национальности. И наоборот, ребенок обязательно, есть такое происходит. Ну а как вот общество, Чувашская республика вообще, Чувашская готовится к тем, той переписи населения, которая вот состоится буквально через месяц, да? Которую неоднократно переносили. А знают ли на подводных камнях, как вообще Это идет. доносить до каждого? Разъяснительная работа идет. Да, вот как это разъяснительная работа? Что Она ведется, она и по телевидению, и по радио, и Чувашский национальный конгресс посвятил этому. И мы, когда уезжаем, вот как раз одной из форм поднятия национального духа Чувашии, я как раз видел проведение недели чувашского кино в регионах компактного проживания Чувашии в России. Потому что для того, чтобы люди, проживающие, допустим, в деревнях в Башкортостане, да, они почувствовали свою причастность к великой культуре, они должны, по крайней мере, смотреть. видеть образцы. Да, образцы этой культуры. Балет, допустим, да, там, театр, еще Кино. какие-то, да. Целый балет невозможно. Кино это флешка, экран и все. Это очень легко. И кино мы можем показать. Вот, пример Казани, да, сколько людей смотрели, подходили, благодарили и говорили, давайте еще такие фильмы. То есть фильмы не просто, извините меня, пиф-паф, ой-ой-ой, да, умирая зайчик мой, а именно направлены на эту тематику, пробуждающие чувство национальной гордости, чувство тревоги за свой язык, за свою культуру, чувство, значит, фильмы, раскрывающие историю чувашского народа. Ну, они нужны, такие фильмы. Это, я считаю, что одна из действенных и очень эффективных мер, которые мы должны были привести перед переписью. Но, к сожалению, пока это все делается за счет спонсоров, то есть такого целенаправленного финансирования, хотя мы писали письма, у нас пока не было.
Ну, естественно, это значит не только неделя чувашского кино, другие меры должны быть приняты. А что из себя сейчас чувашское кино представляет? То есть есть там, не знаю, чувашское кино, там, ну, Ну, чувашское кино, значит, в этом году мы отмечаем 95-летие первой студии Чувашкино. Это общественное, значит, а в следующем году будет 95 лет создания Чувашкино Трест, профессионального уже как бы на государственном уровне. В свое время было создано 6 фильмов чувашских. Значит, эти фильмы показывали, молодое советское правительство показывало по странам Европы, в Америке, в Голливуде, и по странам Ближнего Востока и Средней Азии. Значит, они были на мировом уровне. Они тем более были... 20-е годы первый фильм. Да, 26-27 год. Значит, То есть они были не то есть они не мы, тоже не мы фильмы. То есть они, раз правительство, советское правительство показывало, они были мирового уровня стандарта, высокого качества. Мы можем сказать были, потому что в 30-е годы практически все фильмы были уничтожены как проявление буржуазного национализма. И случайным образом, создатели кино, один был японский шпион, другая тоже японский шпион, когда хорошо, что они расстреляли, они вернулись, но все фильмы были сожжены, кроме одного фильма. Там он сохранился, потому что почему-то их авторство там не было написано по каким-то причинам. Вот этот фильм «Керемет Карби» он сохранился, «Священная роща», и сохранился одна часть другого фильма «Ялга». Вот. То есть корни у нас есть глубокие, 95 лет это все-таки это. В 2016 году по предложению, по настоянию Союза кинематографистов, пользуясь тем, что год кино было, мы провели постановление Кабинета министров Чувашской Республики о переименовании архива электронной документации в Государственную киностудию Чувашкино, первое историческое название вернули, и архив электронной документации. Вот. Хотя это Константин Иванович Яковлев, наш земляк, наш министр был тогда, вот он тоже как бы помогал в этом вопросе. Первые 2 года нам не давали, у нас не было финансирования. Я притащил из дома свой компьютер, свои камеры. У нас было 2 человека, и мы начали с колен, как говорится. В прошлом году мы уже, или позапрошлом году уже закупили аппаратуру, мы снимали фильмы. За это время мы создали где-то около 50 фильмов, документальных, художественных документальных, в основном документальных. Здорово нам помогло это столетие Чувашской Республики. В рамках подготовки столетия из бюджета России было выделено 17 миллионов на создание тематических и познавательных фильмов, посвященных памятным датам и знаменитой выйде Чувашии. Вот под этим тоже мы смогли. Вот сейчас Сергей Щербаков, сценарист и режиссер. Мы снимаем хорошие фильмы. Вот только что я вернулся из Молдовы, мы там провели неделю чувашского кино в Молдове. Вот. Люди плачут. И, вот, В Гагаузии? Гагаузии, да, Оля Гагаризана, Василий Качак. Как раз проходил международный Култай Кюрской молодежи. То есть это фильм смотрели еще представители стран Европы, Азии и это тоже. Документальный фильм? Документальные и художественные тоже есть. Ну, в основном документальные, художественные документальные. Значит, фильмы наши, они актуальны не только для нас, но и, как вот сказали представители, для нас тоже. Это как бы, это все связано с вопросами сохранения языка, культуры, истории. И сейчас я получил предложение в Турции провести неделю чувашского кино, в Дагестане провести неделю чувашского, в Румынии заинтересовались, тоже они подходили, хотя поняли, не поняли. Но даже родился такой, они сказали, феномен чувашского кино. То есть кино люди ожидают сейчас голливудские всякие эффекты, а тут вроде бы не такие, а в то же время увлекает, завлекает, и люди с интересом смотрят. А где можно смотреть? У вас на сайте, на YouTube? Есть час фильмов у нас выставлен на сайте, можете Чувашкино набрать, там есть час фильмов. Они на чувашском языке? Где на чувашском, там идет титры на русском языке. Чтобы всем понятно. А есть на русском? На русском тоже есть. Вот фильм, который вы тут показывали в феврале, просто... Красный море? Да. Не знаю, ну, во-первых, очень
очень сложный этап чувашской истории, истории России, да, можно сказать, да, по сути дела, где-то даже стенограмма, но сделана настолько грамотно и интересно, то есть это не было упрощение, и не было одновременно это смотрится очень здорово. Я вам рекомендую. К сожалению, к столетию татарской АССР вот, Казань не смогла ничего подобного сделать. Вот, у вас, то есть это, по сути дела, где-то 80% стенограмма обсуждений, но все это держит, и так это драматично все идет, я считаю, потому что там очень много пересекается из татарской ССР и с Татарстаном, там, тем более уже. Да. И в Казани происходит здесь. Все происходит практически в Казани, да. Вообще, вот можно мне про единство, да, вот Казань, мы вспомнили, для чувашского народа Казань это во многом прародия многих вещей. Первый чувашский спектакль был создан в Казани, да. Первая чувашская газета это Казань, опять-таки. Традиционно Казанская губерния это практически вся теперешняя Чувашия, да, и большая часть татарской ССР. Вот. Я даже могу больше сказать, например, чувашский рок, если про новые формы тоже здесь, да, это вот именно казанские Чувашия сделано. По интернет-активности, наверное, Казань вот в лице вот, двух присутствующих, они очень много делают, то есть чувашские блогеры, она активнее даже, чем сама республика. Вот, то есть, я вот хотел вообще начать с приветствия, оно звучит на татарском и чувашском языке абсолютно одинаково, салам, да, чуваши так приветствуют друг друга, и татары также приветствуют друг друга, и очень много знакомых. Если говорить о древней чувашской религии, я представляю, как бы вот моя родня как раз из этих чувашей, которые постоянно старались сохранить, в том числе и из указанного Альметьевского района, также есть и в Краснокаменском, и в Гурминском, ну, во многих районах, где есть деревни, где сохранили древнечувашскую культуру, обычаи. И я даже скажу больше, например, действительно, даже те, кто приняли православие, особенно в самом начале, когда они принимали православие, но на самом деле бежали и молились своим чувашскому Богу, то есть в своей керемете. То есть была вот такая особенность принятия православия. Сейчас ситуация действительно меняется, и если я вот смотрел некую статистику, если брать 100% чуваши где-то по оценкам дается, в основном это православие принято, небольшие проценты, 1-2% те, кто приняли ислам, есть и такие чуваши, в том числе и в моей родне, и где-то до 5-6%, 7%, я правда не знаю, как это считалось, это вот древней чувашской религии, из тех чувашей, которые вот себя представляют. Действительно, ну, это многообразие такое же есть и присутствует в татарском народе, да, у нас помимо разных этнических групп есть чуваши крещеные, вот, чуваши татары крещеные, которые тоже, ну, это тоже татары. Вот. И для меня вот очень важно, чтобы вот наш круглый стол, он все-таки поставил некие задачи, как правильно все-таки объяснить и вести, как вы сказали, правильно объяснительную работу среди своих народов, чтобы мы с этой переписи не потеряли количество людей, что признающих, что я чуваш, я татарин. Я вот честно говорю, когда в советском паспорте там же был 5-й пункт анкеты, и там надо было мне определиться в 16 лет, кто я по национальности, я написал чуваш. Потому что было так, Наиль Фатухакович это вроде как татарская честь, причем дважды Наиль татарское имя и Фатухакович татарское имя. Вот. А вот Селиванов это вроде чувашская сторона, и чтобы было 2-2, я, значит, это принял спокойно для себя решение, что я в паспорте писался чуваш. Вот. Сейчас этой позиции нету, и даже когда идет перепись, я своих детей, теперь внуков, буду вот говорить, ребята, вы помните, вы и чуваш, вы и татары. То есть вы определяетесь, когда к вам придут переписчик, вот, что это должно быть так. Вот. Потому что и есть там очень много подводных камней, в частности, там вопрос, на каком языке вы разговариваете. Да? Вот, ну, я вот не знаю, я провожу свои социологические исследования, когда задаю даже вроде не глупым людям, которым важна своя национальная идентификация, они не совсем понимают,
как можно трактовать вот эту всю вещь, да, я разговариваю на русском, вот он так и напишет, да. Ну и получится, что он не разговаривает ни на татарском, ни на чувашском. Вот. И вот мне кажется, как раз СМИ надо правильно объяснять, вот как будут будет анкетирование и что за этим таится. Мне кажется, это достаточно серьезная вещь, и надо ее правильно пояснять. У нас есть эти возможности, вот, потому что я вот тоже не прочитал, я бы тоже ошибся, вот, когда бы я вот отвечал на этот вопрос. Раньше ведь был другой вопрос, на каких языках вы разговариваете. Сейчас он формируется по-другому. Вот. И я вот еще что бы хотел, чтобы здесь вот было. У нас 3 года тому назад было принято достаточно сильное изменение в изучении национальных языков в самой Российской Федерации, в каждой национальной республике. Вот насколько вот этот вопрос сейчас, на каком этапе мы сейчас находимся, да, что мы получили за эти 3 года, вот оценка Казани и Чебоксар, чувашев, населяющих нашу республику. Вот. И как вы считаете, что надо будет сделать в дальнейшем, чтобы мы, например, не потеряли ни языка, ни людей, ни свое будущее? Ну, в этом отношении Татарстан для нас является примером. Мы везде говорим, что в Татарстане чувашский язык изучает больше часов уделяется изучению чувашского языка в Татарстане, чем Чувашской республики в учебной программе. У нас Михайлов подругал главу за то, что плохо изучает чувашский язык. Да, Михайлов молодец, и он является как бы на самом деле примером, я думаю, для всех республик и регионов России. Что делать, это довольно-таки сложно. Мы в свое время говорили и предлагали главной государственной программу по сохранению и развитию разных языков. Вроде бы иногда что-то вот наш новый глава республики в этом отношении он сделал очень обнадеживающие заявления, программу, и мы всей душой поддерживаем, переживаем и надеемся на него. Потому что он только еще начал работать, результатов еще пока, так сказать, наверное, не следует, это было преждевременно, но, по крайней мере, его заявления, его программы, они дают надежду, что он всерьез озабочен вот этой проблемой и предпринимает в меру своей компетенции. Мы понимаем, да, что мы живем, то есть в рамках Российской Федерации, Российской Конституции. Я думаю, что он предпримет все возможное для того, чтобы в этих рамках все-таки предпринимать конкретные шаги как законодательно ветви власти, так и исполнительной. Вот надежда на него. Чуваши народ очень исполнительный. Они очень уважают власть. И поэтому для них это много значит, какая позиция власти. Это даже определяющее. Поэтому должно этот вопрос подниматься и решаться на уровне уже республиканских властей. И если уж пошло, я думаю, что и Россия должна быть озабочена тем, что Российской Федерации некоторые народы как бы стремительно сокращаются. Если вот так смотреть, если где-то какая-то бабочка, да, вид бабочки или жука исчезает, то поднимается большой шум. И правильно поднимается шум. Исчезает какой-то уникальный вид жука. Надо что-то делать. Ну, принимается меры. Да, на государственном уровне принимается. Там и Красная книга, там еще что-то. В 2017 году мы объяснили, в каком месте мы находимся. А тут получается не жук какой-то, не бабочка, а народ в какой-то степени, так сказать. Видимо, это уже проблемы уже российского уровня, тоже, наверное, что-то должны в этом отношении. Я бы так сказал. Ну, я тут, конечно, составляющих много, но вот такой составляющий, конечно, как бы знание своей истории. Сошлюсь на архивный документ исторической давности, который
когда появились вот первые такие национальные организации, массовые, демократические, чувашские, то первый пункт цель этой организации повышение национального самосознания и политического образования. Да? То есть, если национальное самосознание будет, если в условиях демократических, то люди сами все это будут добиваться, развиваться. Поэтому знание истории, вот даже сталкиваясь с чем, со студентами работаю, преподавателями, то есть они сначала, когда говорят, что ну, по-чувашски, а что это там, вообще ничего, а когда хотя бы немножко расскажешь на историческую часть, совсем другое отношение начинает появляться и по-другому относятся. А когда если фильмы покажешь, тем более, почему я связал уже судьбу свою с кино, потому что оно как раз эффективное средство повышения самосознания. Книги никто не читает, даже газеты не читают. Знание нашей истории, вот когда появляется самооценка, то есть мы хорошо знаем там какую-нибудь «Игру престолов», там все сюжеты, там, да, но мы не знаем вот это, нашу тысячелетнюю историю, которая гораздо интереснее, содержательнее, чем все эти многочисленные сериалы. Я вас хотела спросить про ваш проект «Миллиард татар». Да. Вот, что вы за это за проект? Чем он полезен, например, даже в сохранении татарского языка? Он посвящен переписи, наверное. Нет, он не про татарский язык, поскольку он выходит на русском языке, да. Это на самом деле такой органический проект, то есть он родился снизу, это буквально идея 3 человек, включая в том числе и Арслана, и меня, и еще одного человека. Мы давно хотели это делать, поскольку видели, что есть этот запрос на работы в других изданиях, мы увидели, что если мы поднимаем национальную тему, то она находит немедленный отклик. Кстати, именно с 2018 года это пошло сильнее, потому что в 2018 году, как вы знаете, нам немножко прикрыли эту калитку языковую, и эта вещь на самом деле нашла некое противодействие, то есть вот у молодежи, например, у татарской, появился больше интерес к татарскому. И я, кстати, хотел спросить у вас, есть ли что-то подобное у чувашей, то есть вот именно на уровне молодежи, в том числе в кино, то есть к вам, допустим, приходят молодые чуваши с желанием снимать на чувашском языке. Это на самом деле вопрос ко всем, не только, потому что не только про кино. Это и про блогеров, и про YouTube. То есть я вот спросил, где можно посмотреть, и Наиля Федоровна сказал, что у вас есть крутые блогеры. Что это такое вообще? Благосфера существует чувашская? Она вот что из себя представляет? Ну, пусть Константин Допустим, он этим... обнадеживает, конечно, что появляются вот такие молодые ребята, да, блогеры и в Инстаграм, в социальных сетях, в основном в Инстаграме и в ТикТоке, потому что все равно это поколение 15+, они больше подвержены влиянию своих сверстников, и они берут с них пример. Это потом уже, когда 30+, уже начинаешь оглядываться, например, на более старших, да, их опыт интересно становится. А в это время именно в период формирования, может, даже национального самосознания, какой-то субкультуры, кто ты, к чему ты тянешься, именно они формируют такое сознание. И очень обнадеживает то, что появляются блогеры, которые говорят на своем чувашском языке, не просто говорят, они обучают языку, говорят, насколько он интересен и полезен, и благодаря языку тоже можно своему родному развиваться, продвигать себя. Передаю Константину Павловичу дальше. Видимо, это продиктовано временем. Может, 10 лет назад предположить не могли, что Инстаграм так войдет в нашу жизнь. А про ТикТок совсем недавно, да? И он набирает такие обороты, что не только молодое поколение, но и более старшее поколение уже начинает впускать это в свою жизнь в достаточно большой степени. И живя в ТикТоке, они получали информацию только на понятном русском языке. Здесь чувашские тиктокеры, блогеры, это все молодежь. То есть мне, например, сложно и трудозатратно создавать какой-то там ролик по сравнению с моей 10-летней дочерью. Там же, да, вот, мы не конкуренты, она
переплюнет меня и сделает лучше. То есть и это занимается именно молодежь, и контент, он количественно очень большой. Вот тиктоковский контент, где 15-секундные ролики на чувашском. Да, это может быть, мы сегодня не беремся судить, мы рады тому, что они есть. То есть количественно это много, там много, как вам сказать, мусорных роликов, не совсем так, которые, может быть, мне они не нравятся, а остальным нравятся, и это просмотр много у них. Это говорит о том, что вовлеченность чувашской молодежи очень большая и в Инстаграм, и ТикТок, про другие соцсети. Но ведь эти дети растут, они тоже мужают, зреют. Вот даже если взять и качественный контент, вот Доброход его взять, он начинал, вот как любитель, там, блогер, он брал интервью, и теперь же он настолько увлекся чувашской культурой, своим родным языком, изучением, то, что вот недавно выложил пост, то, что он поступил в институт чувашской культурологии, то есть вот видеоблог, он пришел к тому, что он уже получает высшее образование. А кто это? Доброхотов. Это вот известный чувашский блогер. Да. Вроде Не единственный. Ну, не, я вот как пример привела, да. И, то есть все равно это молодежь, она во все времена одинаковая. То есть это им, например, они сначала играются, а потом они взрослеют, они на более серьезные вещи переходят. Это нормально. Он в Чебоксарах живет? Чебоксары, да. А вы можете помочь с контактами, мы хотим пообщаться с ним? Ну вот Это ссылку, возможно? наверное. Да, ссылку, да, можно. Потом обменяемся контактом. Будет в Инстаграм, если есть, я вам ссылку. Есть. Константин Анатольевич, я только уточню, ваша дочь как потребитель этого ТикТока или она там что-то делает сама? Создатель. Создатель, она красится в ТикТоке. Красится на чувашском? Ну, красить это никак. Не, я понимаю, но она, кстати, знает чувашский язык? Вот в том-то и парадокс. Двое старших у меня знают чувашский язык. Почему? Потому что А сколько им? ну им уже по 18, по 20 лет. Но они научились этому языку в детстве, до школьного возраста. Когда они были в этом возрасте, летние отпуска каникулы все время проводили в деревне. На тот момент их ровесники, они разговаривали на чувашском, то есть они плохо знали русский, и мои дети были вынуждены общаться с ними на чувашском. Разница между моими детьми 10 лет, вот, младшей дочери 10, она потом, я скажу, понимает салон. Она плохо понимает, но почему? Также она жила в этом возрасте в деревне, но уже те дети, которые ее сверстники, они очень хорошо говорили на русском. Ей не было необходимости ей учить Если вытеснил, русский вытеснил. Буквально за 10 лет. Да. А вот есть еще поговорка «кровь не вода», да? И это, наверное, не просто так. Зов крови, какой-то даже на химическом уровне ощущение себя человеком той или иной нации. Вот. У меня тоже два сына, муж у меня русский. Вот старший, есть младший. Старший, мы разговариваем, ему сейчас 16 лет, и раньше были разговоры. Я часто говорю: кем ты себя чувствуешь? Он говорит: мама, я русский. Я говорю: почему? Мама, я себя чувствую русским, я русский. А вот младший, у него вся школа знает, что он чуваш. Он везде говорит, что он чуваш. Он, например, даже говорит: мама, давай мы с тобой будем только на чувашском говорить. То есть нет какого-то засилия, но я уважаю мужа, тоже в семье у нас вот такой традиционная семья, то есть он уважает мою культуру, я его, как бы мы так. И просто мне вот интересно все-таки кровь. Наверное, в старшем преобладает больше русской крови, он себя ощущает русским. То есть есть вот тоже такой фактор, наверное, это тоже может как-то можно исследовать, то есть даже генетически, там ДНК рассмотреть, где там больше, да. А вот младший, он себя считает чувашем. Например, даже в школе, в классе все знают, что он чуваш. Он, например, если как-то по окружающему миру задают задание по культуре народов какой-то там что-то, он говорит: мам, давай про интересного чуваша, там что там у вас, какие праздники у нас есть, и мы готовим. Вот он представляет чувашскую нацию. Старший вот. Понимаете, вот
не зря, наверное, такая есть народная мудрость, да, не зря говорят, так и кровь не вода, потому что это генетическая предрасположенность даже тоже есть. Нельзя ее тоже отрицать. Мне кажется, это даже какой-то там тема для исследования может быть. Я не знаю. В этом ТикТоке, что интересно, значит, многие девушки в основном есть, которые не очень хорошо владеют чувашским языком, но они поют чувашские песни в сопровождении чувашской музыки. Там какой-нибудь популярные песни, чувашские песни, они как бы вот, Ну, их тянет это к уже своему. все, у нас и русские, все так делают. Ну, в данном случае русские-то, они не знают чувашский язык, но поют как бы Ну, и так, верно, Петя. но представляют, что они поют чувашские песни. Чувашские песни, особенно городская молодежь. Вот эти Типа все- караоке. Да, типа караоке. А сами не знают, Они что сами поют, а поют это певец, Да, исполнитель. да, Они да, под да, эту песню да, влюбляются. Да. То есть их тянет все равно вот это. Хотя они не знают, чего сказать. Ну, это уникальный модель, на самом деле. Ну, то есть, Да, какой-то все равно есть. И еще проблема, вот, у меня тоже как бы в интернете свой частный телеканал Сувар ТВ. Значит, я там тоже вообще концерты, это интересно. Значит, многие люди старшего поколения страдают, которые не знали чувашский язык и в какой-то степени ругают своих родителей. Они хотят вернуться обратно, их тянет, хотят говорят, уроки чувашского языка сделать, и это сделать, и то сделать. Люди в буквальном смысле страдают из-за того, что они не знают свой родной язык, и это, видимо, к ним приходит уже с возраста. Вначале они никто не задумывался, говорит, ну, родители говорили с нами на русском, мы и на русском. А сейчас и родители нет уже, они сами уже, а вот тяга появляется у людей. Ну, в принципе, вот этот, извините, парадокс, не парадокс, уже, скорее всего, не парадокс, а правило, оно у всех, и у меня в том числе, то есть я не могу свободно говорить на двух языках, на чувашском и на татарском, и очень хочется сделать, просто с возрастом это сложнее. И мне кажется, вот я помню просто дискуссии, вы сейчас возвращать опять к изучению языков, да, вот помню, один из аргументов был, вот зачем нам учить татарский язык, если преступник Татарстана отнимает столько времени и ничего не оседает. Вот тут понятно, есть вопрос времени, есть вопрос методологии обучения, потому что у нас языки, я не знаю, чувашский, похоже, и там такая же беда. Если его изучают в школе, его изучают как не как живой язык, да, а как некий предмет, как некая наука, да, ты можешь помнить всю грамматику, можешь помнить это самое, но ты на нем не умеешь разговаривать. Вот я вот встречаю с немецким языком, который я учил и в школе, в Академии внешней торговли, то есть, но там была совсем другая наука. Ты должен как играть в пинг-понг, с тобой вот разговаривать на немецком, ты должен вот моментально отвечать, да. По-моему, вот минус нашего образования. Вот посмотрите, например, да, вот едете в Турцию, они ничего специально не изучают. Вот тот же этот турок, который продает, он может на 20 языках разговаривать, никто его ничего не делает, он просто это улавливает. Те же арабы, да, вот я, причем по арабам, да, они быстро учат какие-то языки, я не знаю, это какая-то особенность. У нас все-таки предмет обучения, он оторван от жизни, то есть мы, например, если английский учим, то все выучили эту фразу London is capital, вот, и все, но ничего сказать не можешь, да. Та же самая проблема, я вот смотрю учебники татарского языка и прочее, также заложена вот эта ошибка грамматная, да, то есть на языках, на твоем родном языке человек должен научиться в первую очередь разговаривать, общаться, и чтобы это общение ему приносило радость некую. Вот когда он психологически вот это, в нем это есть, он дальше сам начнет искать. Потому что я, вот особенность такая, моя родня, чувашская родня, она прекрасно владеет 3 языками. Даже не имея высшего образования, он живет в деревне, да, он не знает там математику, для него физика, все такое. Но вот это для него вот само собой сравнившееся. То есть, понимаете, некая атмосфера, психологический настрой и умение вот разговаривать. Когда ты идешь, не мучаешься там, выучиваешь 10 слов, а ты просто на нем говоришь. Вот когда мы это делаем, мы вернем наши языки. Вот. Мне кажется, в этом вот такой психологический секрет.
Далее, человек, который разговаривает билингвистика на 2 языках, а на 3 языках у него, извините, и мозги работают по-другому, да? Даже четкие есть медицинские корреляции между знанием языков, например, и, например, вот такие непонятные болезни, как болезнь Альцгеймера и прочее. Да? Те, кто владеет несколькими языками и разговаривает на них, и учат даже в пожилом возрасте, он, как правило, вот этими болезнями не болеет, которые у них Паркинсона, Альцгеймера, да? Они вот, то есть есть четкая корреляция. И надо вот, например, когда когда человек, тот же малыш, владеет уже с детсадовского возраста 2-3 языками, он спокойно им общается, он в школу на эти занятия будет приходить как на праздник. Вот. И хорошо, что сейчас поняли и начали говорить, что надо говорить в детском возрасте, даже в детских садах. Вот если нам, да, в Татарстане, как и везде в республике, в Российской Федерации, сильно ограничено изучение татарского языка. Наши влезли в другую дырку. Давайте тогда будем это через детские сады это делать, да, через общение. Ну, вот, как-то вот надо смотреть и творчески подходить к этим вещам, а не вот сидеть вот так вот и страдать. Вот, что же будет с нами дальше? Надо смотреть эти формы, тем более они живущие среди нас. Кстати, вот надо было уточнить на самом деле, а как с преподаванием чувашского языка обстояло дело в Чувашии до 18 года и после? Да, какая Для не Чувашии. 1918 года. Не 2018. 2018, да. Ну просто 2018. Вот был ли, например, чувашский язык вот для русских ребят? Да, он потому что будет обязательно. Наиль говорит, что надо как бы по-другому преподавать язык, но для того, чтобы его преподавать, должны быть уроки хотя бы этого языка, да? Ну да. Это, наверное, Сергей, ты. Но я могу сказать свое детство, да? Я родился, вырос в чувашской деревне, 100% чувашской деревне. В Чувашии. Да, Чуваши. Значит, и мы в школу ходили. Я до этого научился читать. Я прочитал все книги в сельской клубе. И вот без условности, так как больше ничего не было, я выписал «Капитал», помню, Карл Маркс. Серьезно? Просто читать не было. Да, везде было «Капитал». Я был маленький, первый класс, «Капитал». Ну, это сам деле был. Но в школе мы все предметы изучали на чувашском языке. Все предметы. И люди старше меня, они все предметы, алгебра, химия, значит, кроме русского языка и литературы, все предметы изучали на чувашском языке. Нас с 4 или 5 класса все предметы перевели на русский язык. Это в каком году? Это какой год? Это, значит, я 59-го года, 60 какой? 6-й, 67-й год. Ну, когда Хрущев заявил, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, и даже назначил срок 1980 год. Вот сейчас сосчитаем, 59-й. Вы так же, как и я, пошли в 67-м году, и через 4 года вы началку закрыли, и уже были только русский язык, да? Это все на русском языке. То есть это был 71-й, 71 год. Но вот мы вообще не знаем русский язык, еле-еле, как бы это никто нас не спрашивал, легко вам, нелегко вам, страдаете, все бац на русском и все. Вот, начинается, и вот справились, это как бы. Что касается обучения до 2018 года, значит, чувашскому языку, я вот даже, скажем, до 90-го года вот, в городе Чебоксары была одна школа, где изучали чувашский язык. Это похоже у всех так. Да, все, да, только башкиры, все то, да, что... Все повыше, даже одна школа, где изучали чувашский язык, 2 часа и 3 часа в неделю. И эта школа шлась национальной, и говорили, национальная школа. В чем? Или сейчас говорят, в республике столько-то национальных школ. Национальными школами считаются те школы, где чувашский язык изучается как предмет, даже меньше, чем английский язык в неделю. 2 часа, допустим. Но так как национальная школа, в моем понимании, где предметы изучаются, все предметы на чувашском языке, кроме русского языка, таких школ нет, ни одной школы нет в республике. И сейчас, значит, мы вот эти 2 часа чувашского языка у нас учат, родители должны писать заявление. Прошу дать разрешение, чтобы мой ребенок изучал чувашский язык.
Когда родители, я уже дедушка, но дочь моя пишет, начинается, значит, обработка ее. Зачем вам это надо? В нашем классе только ваш ребенок будет изучать, остальные хотят, понимаете, он будет оторван от других. Давление оказывается колоссальное. И, естественно, молодые мамы не удерживают, говорят, ну и зачем, чтобы убить ребенка, как говорится. Вот. Ну, да. Но все равно люди пишут заявления, все равно, несмотря на это, пишут заявления. Вот. Поэтому это, если, допустим, ребенок, никто у него не спрашивает, английский язык обязательно, немецкий язык обязательно, русский язык обязательно, то у вас есть написать заявление. Ну да, то есть в неравном свойстве. Ну да, получается так. Вот о преподавании, например, в Татарстане сейчас 88 чувашских школ, но там везде преподавание идет на русском языке, тоже предмет, чувашский язык, литературу изучают как предмет. И вот огромный минус то, что родителям дают выбирать, например, есть же еще родной язык. Вот мне хочется знать, у вас также, Да, они ставят в родной язык какой выбирать? Но если родной язык, например, чуваш родной, это свой чувашский язык, нет, они в качестве родного языка выбирают русский язык, и то есть количество часов сокращают. Вот у татарских школ есть такая проблема, когда, например, мамы татарские, там родители, например, вместо родного татарского выбирают русский. Есть вот такая проблема? В городах, да? И вот в процентном соотношении это вот как? Я не скажу, но Ну, вот проблема у вас такая тоже Такая же, есть, да? абсолютно. Вот и такое же давление, зачем тебе это надо? У нас это зависит, видимо, от руководства. Но у нас был министром образования Исаев Юрий Николаевич. В свое время, будучи сельским учителем, он был моим любимым учеником, я в школе учил. Когда он был министром образования, и когда вот этот, значит, настал период, что надо писать заявление, то так получилось, что 90% родителей все написали заявление, прошу, чтобы мой ребенок изучал чувашский язык, в том числе и русский. Потому что такая установка пошла от Юрия. Всех. Он взял на себя ответственность, вызывал меня, Олег, помогите мне, хоть немного поддержите этому вопросу, не тяжело. Он его сняли, естественно. Сейчас другой министр, видимо, уже такая картина, уже зачем вам это надо, уже вот такое идет. То есть директора, они его четко улавливают, что там сверху, какое веяние идет. Им тоже не хочется терять весло, это и много чего. ну и потом это лишняя проблема на самом деле. Да, То есть чисто, как сказать, там чисто организационно. факторов воздействия Да. миллион, вплоть до финансирования, там, много чего там. Вплоть до того, сколько тебе медалей дадут, золотых тебе дадут. Ну и лишний Там глава. давление, это много чего, рычагов можно воздействовать на директора так, чтобы он действовал в нужном направлении. Олег Михайлович, а все-таки вот скажите, приходит к вам? Приходит к вам? Да, есть молодые хотят снимать. Больше, меньше? Даже больше, даже вот у нас были молодые ребята, которые не знали чувашский язык. Чуваши не знали чувашский язык. Приходили в Союз, вот Юра Сергеев, да, яркий пример. Вообще не умел говорить на чувашском языке. Сейчас мы его не стесняйся, Юра, говори. Он стеснялся потом акцента. Он прекрасно говорит, и прекрасные фильмы. Вот «Красное море», «Тайна Гриневого» он снял. «Красное море» не он снял. «Наследие», значит. Вот. Тоже яркий пример чуваш, который он по-чувашски постепенно. То есть даже люди, которые не владеют чувашским языком, но они чуваши, для них это огромный интерес представляет чувашский мир, и они изучают и как бы возвращаются, скажем так. Но то у нас сейчас на чувашском коле, ну, в принципе, попасть можно. Такого массового явления нет, я бы не сказал, что Вот мы немножко изучая Башкортостан по роду своей деятельности, мы как бы обратили внимание, что есть проблема такая у наших братьев башкир, что их регион массово покидают молодые люди. их республику. Да. Они переезжают либо в Казань, либо в Москву и так далее. Вот, скажем, у вас есть эта проблема миграции молодых? Есть, конечно. Насколько она серьезна? Но И куда они едут?
имеется в виду молодежь, да, учиться? Да. Многие, вот я встречаюсь, вот как бы, где гордятся в Москву уехать туда. Ну зачем вы куда-то высылаете? То есть почему-то все стараются, чтобы их дети выехали. Значит, и Казань очень привлекательна для нас, так сказать, Москва, Петербург, ну, такие города стремятся. Кстати говоря, вот на улицах я не так вижу часто машины с 21 регионом, как, допустим, 12-м, да, Марийским, или старым Башкирским. То есть, видимо, вектор назад, Туда, да, в основном. в Москву. Туда, на Москву. А, Как по Чехову, в Москву. Ну там еще это хорошая электричка есть из Чувашии. Зачем машить садиться, если он электрички спокойно едет? Нет, Казань очень много. У нас много Казань, в основном у нас Межеры, конечно. Межеры. Туда же я, когда свадьбы снимал, когда люди узнавали, что я из Батуровского района, говорили, ваши Межеры уже надоели, Казань. Куда ни глянь, везде Межеры, батуровцы. Даже с такими. У меня вопрос есть. Вот мы сейчас много говорили сегодня, там, именно хочется знать и ваше мнение, что вы думаете вот, о взаимодействии чуваши и татар. Все-таки ваше мнение хочется услышать. Можно я вопрос на вопрос отвечу? Мы много обсуждали Волжскую Булгарию и там Казанское царство и 20-е годы. Но в 22 году у нас будет как бы дата, да, вы знаете, 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии. И вот когда мы там с другими вашими соплеменниками разговаривали, и возникает вопрос, а как, то есть как бы Чувашия будет вписана в этот праздник? Вы не думали, не обсуждали вот эту тему? То есть, ну, вы понимаете там про разные религии, но вот есть дата, которая нас объединяет, по сути, да, то есть как это наше общее прошлое. И вот на ваш взгляд, как Татарстан и Чувашия в этом вопросе могли бы взаимодействовать? Ну, это праздник наших соседей. Естественно, мы будем разделять чувство радости. Но мы не приняли ислам в свое время. На принятие ислама, я сейчас не буду давать оценки, это какой, ну, не хотят чуваши принимать чужую веру и все. До сих пор, так сказать, даже православие не до конца приняли. Ну, это праздник наших соседей, естественно, и для нас праздник. Просто так же, как у нас вот праздник, религиозные мусульманские праздники, для нас это. Вот, может, Я тем более живу рядом с мечетью, просыпаюсь. А я же, да, когда... Азат. Это приятно становится, как будто в Стамбуле нахожусь. Азат у нас мило читает. Ну, как раз же мы и обсуждали, какие точки соприкосновения, да, какие общие проекты возможно. Ну, появляется какая-то такая дата, которая именно связана с нашим общим историческим прошлым, да, Волжской Булгарии. И понятно, то есть там мы отличаемся в вопросах религии, но есть же, наверное, какие-то проекты, Ну, вот возможно, как объединяющие раз к вещи. этой дате, наверное, надо какой-то, чтобы родился совместный проект, чтобы чувство чувашского народа, которые, например, знают свою историю как-то, ну, это тоже для нас важно, то есть это наша историческая родина. Мы, например, как часто нам говорят, когда здесь, когда меня спрашивают, какой национальность, я говорю, чуваш. А из Чувашии? Я говорю, нет, я из Татарстана, я в Торжановском районе, там родилась, выросла, там мои прадеды, все они на этой земле лежат. То есть моя родина это все-таки Татарстан, то есть тут мои корни, и хотелось бы, чтобы, например, и вот на территории, вот сейчас уже музея-заповедника Волжской Булгарии говорили об этом тоже. Ну, если так посмотреть... И именно, наверное, надо просто собраться с историками, историки из Татарстана, из Чувашии, чтобы как-то они, ну это, наверное, на уровне органов властей. Они в октябре собираются Вот, в Казани, какой-то совместный проект или что-то должно быть. То есть... Это болгары же приняли, в то время болгары, ни татар, ни чуваш не было, болгары приняли ислам. То есть наши прадеды приняли как бы не был ислам. А татары, они еще, и когда пришли, они, ну, как мы имеем те татары, как раз монголы пришли, они еще не были мусульмане. То есть они приняли мусульман, ислам от болгар практически получается, ну хотя узбек, да, по-моему. Ну, то есть разные... Вот,
населения Золотой Орды не было мусульманским, то в Болгарии была. В Болгарии были мусульмане. Скажем, ну, где-то, наверное, то, что с Туркестаном, где-то, наверное, надо, чтобы это было. Ну, вот 14-15 октября будет и в Казани, и в Чебоксарах и истории Марджани, Академия наук и искусств, Татарстан, Чувашский государственный университет Это отлично. будут проводить конференцию «Татары и чуваши. Ветви одного дерева». Прям так четко называется. И в рамках конференции планируется смотреть следующие темы: общее историческое наследие в оценке татарских и чувашских научных школ, чувашский культурный след в этнической истории татар, действительно много что есть, татарский культурный след в этнической истории чуваши, это культурные и языковые контакты. Действительно очень много, и вот ученые, они вот как раз отвечают на этот вопрос, они будут заниматься. Отлично. Ну, я как раз опередил. Да. Насчет проекта, да, то есть это, честно говоря, вот, наверное, самый сильный фактор, который нас разделяет, это религиозный. Да, если мы будем акцентировать только на него, то здесь уже, собственно говоря, разговор не состоится. А вот что нас как раз объединяет, это история и культура. То есть в рамках этого празднования надо поднимать язык часть культуры. В рамках этого праздника поднимать не только религиозные, собственно говоря, аспекты, а вот именно исторические, культурные, языковые. То есть, 922 год освобождение как бы от казахского там, ну, то есть Вот даже так, Можно, вещи, да, можно, да. То есть там же много разных событий было, да. культурных, таких образовательных. казахского гнезда, да. Там, Ну, так. фактор, Ну, тоже на одном языке говорили, хазары тоже язык был похожий. Ну, это же- Живой фарлап лишь на одном языке разговаривали. ну, Ну, они иудаизм, например, да? А Илья Федор нас похвалил, и как бы, что вы сняли фильм про столетие чувашской, а татары не смогли, может тогда вам и предложить, давайте мы для татарских. Меня уж предлагала, кстати. Я уж предлагал, да. Она же была на это, и Да, она да, сидела да. в восторге, она сидела, нам, к сожалению, такие деньги. Просто башкиры тоже сняли, чуваши сняли, а вот татары не смогли. Это как-то даже, может, вот. Говоришь нашему министру вот эти слова. Да, Культуры. потому что Наш министр культуры считает, что мы не можем снимать хорошие фильмы, потому что мы не имеем образования кино. Ну, вот, Нет, хорошо получилось. ну, естественно, об этой части Тарантино тоже не имеет образования. да. Но я что хочу сказать. И всегда говорю, для чувашей, для нас вообще это огромное счастье, и нам очень повезло. И мы были бы гораздо, наверное, другими, если бы рядом с нами не жил такой народ, как татарский народ, марийский народ. Вот. То есть взаимовлияние друг на друга мы оказываем в основном положительное. Мы берем от друга всегда положительное. Вот я с детства вырос, всегда говорю, у татар этому надо учиться. У татар этому надо учиться. То есть всегда говорили хорошему. И когда мне не говорили, дерись так, как татаре, допустим, да? Нет, всегда говорили как положительное. То же самое татары говорили, вот у чувашев, они такие терпеливые, они упрямые. Они даже своего упрямого ребенка говорят, у чуваш, который если настаивает на своем ребенке. Упертый, да. Это, видимо, так думаем от того, что все приняли ислам, а мы отказались принять. Ислам, наверное, оттуда пошел, вы какие упрямые на своем стоят. То есть вот это, мы все в этом отношении нам повезло, что мы живем в такой среде, не только своя культура, мы воспринимаем как свою и татарскую культуру, и мордовскую, ну, имеется эрзя, там, что у нас, и русскую. Это же мы очень богатые духовно растем. Нам страшно повезло, и нам надо беречь эту дружбу, и опять давать пример всей мировой цивилизации. Вот как надо жить. Ну, пока вот Да. политики, культурологи, философы или языковеды, вот все вот решают такие глобальные вопросы, темы, как сохранить, как нам взаимодействовать, а люди просто этим живут. Живут, да. Есть многонациональные прекрасные семьи, например, где чувашский там мужчина берет жену татарочку и наоборот, да, вот они, то есть это прекрасный пример, вот уже взаимодействие культур и взаимоуважение народов, вот оно наглядный пример, хороший пример. Константин Анатольевич, вы про блогеров же у нас, главный сейчас на блогеров у нас, ну, на круглом столе имеется в виду. Вы вот в Татмедиа не видели, там проект делают на татарском языке для детей. Может как-то вот с чувашских и татарских блогеров познакомить и как-то совместно что-то делать?
Ксения Татар. Джуниор. Нет, там был конкурс у нас, вот как раз Ксения, наша сотрудница, победила, заняла 3-е место в конкурсе республиканского агентства. Там как раз именно связано с изучением родного языка. Проект создали по изучению чувашского языка. Ну, как бы доступно. Мобильное приложение? Нет, не мобильное предложение. Видеоуроки. Видеоуроки. То есть этот проект уже есть? Есть. То есть, если бы молодежь не чувствовала себе силы, да, продвигать такие проекты, то она бы не занималась этим. Она чувствует, и, видимо, и патриотические чувства достаточно высокие у людей. Поэтому в той или иной форме язык, конечно же, сохранится в народе. Вот отвечая на вопрос Ильи Борисовны о том, как мы воспринимаем, да, чуваши, я, может быть, у меня субъективная, слишком даже может быть субъективная, я все-таки один человек, но я могу сказать, что, тем не менее, что вот если сравнивать, допустим, татаро-башкирский дискурс с татаро-чувашским, то с башкирами у нас он гораздо интенсивнее. И, может быть, это как бы даже и минус, потому что слишком много претензий накопилось. А вот то, что у нас с чувашами этого нет, это как раз, наверное, даже и плюс, потому что на самом деле у нас нет никаких таких злых вопросов друг к другу. Мы на самом деле нормально существуем уже 1000 лет. Но в то же время чуваш это такая вещь в себе немного, с моей точки зрения, может быть, вот Арслан у него другая или нет. Нам кажется, что это свой мир, который вот когда-то сепарировался от татар, и в этом направлении он как бы и движется. Что там происходит, нам на самом деле не очень видно. Поэтому мы и собрались, то есть как бы мы пришли больше вас слушать, то есть как бы про вас узнать, потому что, спасибо, как у вас есть такой посыл. Где родились деревья? Казань. Казань. Я вот хотел сказать, когда я снимал свадьбы, да, допустим, в Казани, значит, я на что обратил внимание? Казанские татары, которые ведут корни из Казани или рядом, они очень похожи на чувашей. Как внешне, так и по характеру, спокойные они, более такие уравновешенные, более такие, Трудолюбивые. может быть, да, я это не вижу, но они отличаются от Нижер, я вам скажу. Нижеры более энергичные, более напористые, хитрые, это сразу чувствуется. Я это объясняю тем фактом, что чуваши, когда вот это было давление по принятию христианства, целыми деревнями принимали добровольный ислам. Принимали ислам и уже во втором и третьем поколении ототаривались. Я думаю, вот это как раз передо мной потомки этих чуваш находится, потому что кровь, как говорит, не обманывает, кровь она диктует. Сразу озвучение там у нас. Казанские татары очень похожи на чуваш. Да, про татаро-башкирский дискурс, где радикальные башкирские историки говорят, что татар не существует. Половина Татарстана это чуваши исламизированы, а половина это башкиры. То есть как бы мы не знаем, но по характеру точно казанские татары мы очень похожи. А чем они это аргументируют? Они говорят, что вот в 16 веке здесь была Ясачная Чуваша, татар вообще не было, поэтому да, и вот они исчезли. Это были на самом деле вот чуваши, они просто приняли ислам и исчезли. Просто хорошо. Целые деревья, арская сторона. Арская сторона. Даже великий Габдулла Тукай родился в какой деревне? Сейчас скажем, это Карнайская скажется. Кушлавыш. Название какое? Чувашское название деревни. Целый район, они стали татарами, приняли ислам. Даже добровольно притом. Добровольно, так как давление христианства, добровольно принимали ислам. Вы знаете, очень много упомянутых Тукай, да, и Константин Иванов. Они очень похожи. Они похожи, судьба чуть ли не один к одному, да? И видите, как они близнецы, если смотреть. И Константин Иванов считается как близнецы. как
Тукай, основоположник чувашской леты, и они также жили не так долго. Да. Они жили примерно в один и тот же период, начало 20 века. У них судьба прям одинаковая. Вот как будто писалось, что вот судьба классика, чувашская литература Константина Иванова, который написал «Морспи», да, и нашего Тукая, вот это очень похоже, очень похоже. И таких параллелей очень много. Вы знаете, я помню, я был маленький, все гордились, что в чувашских деревнях, что в татарских деревнях, что вторая нация, которая прилетела в космос, это был тюрк, это был чуваш. Третий. Ну, американцы там спорят, что... Нет, Гагарин, Титов и Николаев. Ну, Титов был русский сразу. Русские, да. Ну да, получается. Я по национальности, национальности. не по какой, а кто по национальности, Да. вторые были. Американцы там говорят, что они там залетели, но они там летали не в космосе, а где, да? Вот, по сути дела, это чувство, и я знаю, что всегда татары очень жалели, а почему в отряде космонавтов был там тотально один, Не один, на самом деле. Мы Я изучали... про первый вопрос. А, про первый Про первый. 12 человек? Ну, Да, что тут? Про первый же говорит, он тоже был татарин, просто говорит, все, и стал Гагарин. да. Знаете, очень много вот таких вот параллелей, и действительно, вы знаете, для меня лично, может быть, во мне как раз генетически сидят и татарин, и чуваш, для меня это единый народ, который пошел просто разными путями и с разными годами. Ну да, да. Про перепись населения. После полета Николаева, Андрея Николаева, в 63-м, 63-64, да, в 68-м была перепись, да, если я не ошибаюсь. То есть вот, чувашское население тогда еще росло, но плюсом тогда в той переписи 68-го года плюсом было 100 или 200 тысяч. Ясно было. именно которые разбросаны как бы Все назвали чувашами себя, которые раньше считались русскими, они все нет, То есть вспомнили. очень важно самоосознание, вот о чем вы говорите, да, что когда у человека есть самоосознание, он гордится, и он будет, Вот то есть Николаев это декларировал, да, постоянно? он чуваш и был. Нет, но это подчеркивался Николаев? Андриан Николаевич. Адриан Николаевич, он никогда этого не стыдился, он стыдился. Все, он и это. Одна из причин, почему он полетел, потому что он был не русский. Да, Ну, это уже же чуваш. Но Андриан Николаевич я имел счастье быть лично знаком. Вот, я в этом отношении, я счастливый человек, один из этих. И он говорил мне, я говорю, думал, что пятый полечу. Я говорю, думал, что сперва русский полетят, украинец, белорус. Да. Где-то вот так, где-то, наверное, пятый не там. Но я говорю, по всем параметрам никому не уступал. И когда мне сказали, что третий, я говорю, даже это был удивлен. И когда у нас было время, поэты написали стихи, что чувашский язык даже прозвучал с космоса, типа этого. А тут некоторые говорили, как он мог с космоса, он же там только на русском все говорил, там команда на русском. Я у него спросил, Андрей Григорьевич, просто ради интереса, вот все-таки вот такой спор возник, вы на чувашском песне, он пел на чувашском там, в космосе раз, и когда говорит, пролетал, я говорю, где-то около Куйбышева, Куйбыш назывался. Я говорю, чуваша была видна, я каждый раз говорю, салам, чувашцы. Через терминал. Да, салам, чувашцы. Каждый раз я говорю. Так что Интересный факт, да. язык звучал в космосе. Тюркский язык. Тюркский язык. Хорошо, Да. язык звучал, да. И в 1999 году, когда 9-й Курултай международного объединения тюркской молодежи проходил в Чебоксарах, значит, мы принимали, и мы там давали так звание, то есть лучший представитель тюркского народа в области спорта. В области освоения передовой технологии и космоса лучшим тюрком признали Андрея Григорьевича Николаева. Лучшим представителем. То есть он для всего тюркского мира представляет, как вы сказали, гордость и Гордость, да. Что вы хотите? Да, я немножко именно к вашей фразе хотел вернуться насчет вещи в себе, потому что для меня тоже интересный вопрос. Сам я, к сожалению, в чувашском качмастер, то есть плохо разговариваю по-чувашски, но все равно родился в чувашской деревне, 100% чувашской крови, мы на русском языке с мной разговаривали. И, собственно говоря, имел возможность быть вот этой вещи в себе. И это теперь немножко со стороны на нее посмотреть. Сейчас немножко объясню, почему я просто говорю. Вот своя диссертация тоже, это как раз когда отслеживаем, это очень интересное явление, и сейчас нам нужно его очень срочно осознать,
нам, чувашам и, собственно говоря, другим соседям для того, чтобы построить эффективную совместную работу. Кстати, индустрия еще что-то мысли свои потом в статье отметил там, да, то, что он как раз что это очень интересные мысли, которые стоит дальше развивать. В чем он гласит? О том, что народу для того, чтобы спастись, нужно какой-то объединяющий центр. Кто может это делать там, да? Обычно традиционно это либо какие-то герои, либо помощь со стороны, либо сами по себе, это сами выживают. То есть вот исторически так получилось, что татары, они всегда опирались на поддержку мусульманского мира. Поэтому они спокойно могли, то есть спокойно говорить, взаимодействовать с окружающим и с властью, и между собой, потому что за ним там, начиная от Турции, Пакистана, поддержка мусульманского мира, и вот этот мусульманский фактор давал возможность быть не вещи себе, а эманировать, то есть взаимодействовать с внешним миром. В Чувашии такого удовольствия не было. Батыры вещи не вечные, погибают, в Сибирь ссылают, на каторгу ссылают, и поэтому носителем национального самосознания стали общины. То есть не конкретные люди, а именно общины. До сих пор сейчас это характерно, вот сейчас это, конечно, разрушается, но такое коллективное общинное сознание для чувашей оно характерно. А общинное сознание всегда закрыто, кстати говоря. То есть вот оно что-то делит, это мы, это там чужие. Там, да? И вот то, что в течение столетий вот такая община самосознания, где фактически получается не единый такой народ, а сеть вот этих общин, которые между собой как бы взаимодействуют, ну, чувашцы, да, то есть это, которые и она сохраняла вот это самосознание. В времена угнетения это была фактически единственная формула, иначе просто физически раздавят носителей, там, да, заставят разговаривать, а вот община, то есть мы на миру скажем, в церковь сходим, по-русски поговорим, а внутрь себе возвращаемся, мы уже живем по своим традициям. Сетевая организация. Да, да. Сейчас такая система, конечно, уже не работает. То есть общинное сознание, это хорошо в стратегии выживания, какой-то ячейки, но когда в процессе развития, то есть ты уже находишь, для того, чтобы это было хотя бы сохранение, должно быть какое-то развитие. Тут надо выходить. Другая форма. Да, нужно выходить из этого вообще вот этого закрытого самосознания, вещи себе и начинать эманировать с окружающим миром. Вот сейчас наша историческая даже необходимость, чтобы вот это ядро, которое не то, что другие не понимают, сами, может быть, еще, потому что коллективный мозг, оно же находится в общественном сознании, перенести в индивидуальное и как-то начать взаимодействовать опять с окружающим миром. Поэтому здесь вот одно из направлений как раз вот эффективности дальнейшего развития как раз между народами, то, что у татар есть такой опыт, у чувашей есть такой опыт, да, что мы есть есть чем, скажем так, друг друга дополнять. Вот вы упомянули про Тарханов, и интересная интерпретация. Мы все знали Тархан, знаменитая деревня нашего Михаила Юрьевича Лермонтова. Да, вот Туры-хан, да, то есть интересно. А вообще чувашская аристократия, есть вот такое понятие? Вообще, куда она делась, да? Где она была, есть ли она сейчас? Чувашская аристократия, у нас было разное понимание слова аристократия, потому что аристократия у нас понимает сейчас часто какую-то элиту, которая богатая или что-нибудь. Ну, вообще слово аристократия использует власть лучших. И у нас всегда в большом государственном масштабе смотрят. Но я считаю, если посмотреть в деревне, я после деревни, я в городе вырос, 3 года переехали, но ты знаешь, что есть деревенская аристократия. Знаете, то есть вот это самое, которое влияет на общественное сознание. Есть, которые деревенские, есть, которые региональные, то есть, которые там, как в каком-то, например, сельское поселение на 25 деревень, то есть просто конкретные авторитеты и дети, они, то есть, это же пока еще сохраняется же там все это. Фраза «чувашская аристократия» используется в 19 веке с Боевым, который описывает, там, да, что вот чувашская аристократия там себе там что-то там выписывает. Здесь понимается, что они не имеют большого политического, может быть, значения, но то, что социальная, это их значимость, это социальная значимость, это их была очень большая. То, что если брать многовековую историю, ну там, конечно, происходила часто смена, да, то есть, но может быть, на сельском общинном уровне где-то сохранялась аристократия еще, скажем так, но в политическом, они же в первую очередь. То
То есть, опять, последний чувашский царь, который тоже замок сгорели, он там из семьи улетел, там, да, в легенде, как раз, который сохранялся. Они постоянно, то есть, вот, непосредственно политическая элита, то есть не социальная, да, то есть это такое положение, именно политическая, она терпела физическое воздействие, она прорывалась. Говорить о том, что сейчас есть аристократия нынешняя, ну такие многовековые, конечно, уже, но они, по крайней мере, может быть, если и есть, те, которые на своем деревенском уровне, на региональном, на районном уровне, но в республиканском, конечно, у нас это уже смена или происходит. В том понимании, как аристократия, как дворянский род, да, или вот как, я знаю, в татарском общественном центре там составили список мурс, да, всяких дворянских род. У нас этого давно было уничтожено, во-первых, была аристократия. Значит, но фамилии остались: Мурзины, Мурза, Тарханы. Аристократия была, и она осталась в фамилиях, значит, в прозвищах, но она была уничтожена. Да, а уже когда, наверное, поэтому такое есть: каждый чуваш батша, каждый чуваш сам царь. То есть сам царь. Да, никто над ним уже выше не стоит, никакой там дворянин, никакой не это. Вот это. Что касается вот интеллигенции сейчас, да, значит, чувашской интеллигенции какой-то как бы ближе к аристократии. Как аристократия духа. Да, духа. В основном она первое поколение. Она вся из деревни пришли. И вот интеллигенция во втором, городская интеллигенция во втором поколении, их можно на пальцах. Вот у нас, допустим, 200, 300, 400 чем-то писателей было, да, за это время. Были преподаватели, были ученые чувашские, да, они пришли, значит, из деревни, стали интеллигентами. У их дети должны были стать чувашским интеллигентом, они все сплошь русские. Только от них Хузангая знаю. Один сын Петра Хузангая, который стал интеллигентом во втором поколении. Я остальных не знаю. Может быть. Ну, вот так можно. То есть это экзотика? Ну, посчитать можно. В основном, значит, все как бы это. Мы вот пришли, да? Я деревенский парень, что мы, как все росли, так и мы росли, так сказать. Никаких правил хорошего тона, так сказать. Но, естественно, бабушки были, которые говорили: смотри, значит, когда приходишь в чужой дом, пока тебя 3 раза не позовут, не заходи. У чуваш очень сильный Да. эффект на педагогику. Да, это педагогика, да. Пока 3 раза не скажут, за стол не садись. И пока 3 раза не продолжат, ложку не бери. Вот. Это было, вот, как бы, они нас давали основы, как бы, как себя держать. И сами бабушки, они у нас, когда вот гости приходят, бабушки, да, сидят, и иностранные послы, по крайней мере, строго, скромно, по протоколу, это губы поджаты, все это, в любую страну пошли послом, не опоздали. Знают, как себя вести, как держать. Вот это, конечно, осталось. Ну, это, да, правильно сказал, да, это этнопедагогика. Не зря основателем этнопедагогики является чуваш Геннадий Николаевич Волков. А вот исторический факт, насчет чувашского дворянства, да, просто как вполне конкретные есть события, почему, куда она делась. То есть, потому что дворяне, это же юридическое же понятие, да, это же не просто вот это социальный, это твой статус, а дворяне же, а куда делись чувашские дворяне? Были ли они вообще? Полно как раз Тарханы, они были как раз дворянами, они, то есть, а что значит дворяне? То есть ты освобожден от тяглого, то есть ты подати не платишь. У тебя есть люди, которые ты команду, чтобы показать, да, что. То есть такие дворяне они были. Куда они делись? Вполне есть конкретные исторические, скажем так, причины. Начало 18 века, когда Петр I бодро ломал прежнее устройство русско-тюркское, скажем так, даже построено государство. Потому что при Петре I еще Казанское царство юридически существовало, то есть при нем его отменили только в 1713 году. То, естественно, в Среднеповолжье, Приурале, там шли многочисленные восстания по этому поводу, недовольства. Чуваши, татары, марийцы, там, башкиры, там не происходит. И сейчас не буду могу обмануть с датой, но ситуацию я указываю, потому что она, в принципе, общеизвестна. Ну, как известно, про нее очень мало говорят. То есть принимает, чтобы решить вот это сопротивление, а сопротивление организует как раз это дворяне.
Чтобы решить, то есть он отменил дворянский статус у всех. И у чувашей, татар, и марийцев, у всех. То есть предел Казанского, в этой губернии, она была тогда еще очень огромная, отменил у всех, и чувашских, и татарских. Для того, чтобы они как раз решить их вот это более сопротивление. Юридическое право. Да, юридическое право, чтобы у него не было формально, потому что ты обычный тяглый крестьянин. Я сачный крестьянин. Да? Ну что потом в дальнейшем изменилось? Впоследствии Екатерина II, когда взяла присоединила какое-то Крымское ханство в состав Российской империи, то опасалась, что будет восстание мусульманское по всей, то есть это будет, то есть будет вот это готовиться восстание, то есть извне, то есть наши своих российских это мусульман решил, скажем так, поддержать. И именно мусульманам тут не по этническому принципу, а по религиозному. То есть она возвращала дворянские титулы. То есть они ходили там и возвращали свои дворянские титулы. Чувашские дворяне, те, которые хотели вернуть свой прежний титул, он оставался вот перед выбором. То есть либо ты будешь обычным крестьянином юридически, либо ты принимаешь ислам, но теперь ты становишься татарином. То есть он мусульманский, поэтому возвращает титул. Вот, в частности, мне известно, что там сами же татарские историки вообще официально известно, что вот этот род дворянских Шереметьевых происходит, они так и пишут, чувашский. Слово Шереметьев, бедняжка переводится чувашский. Да. Бедняжка. Жалею тех, Шереметьев. Ну, то есть аэропорт Шереметьево это бедняжки. Ну, получается, по-чувашски так, да? То есть, да, вот это вот были же вот эти книги с гербовыми, то есть дворянскими родами, то есть они там шли. Там специальная гербовая книга, где четко пишется, что ты... Ну, когда жалеют, говорят, Шереметьев, Шереметьев ребенок, и тут так жалеют. То есть чувашское дворянство либо опустился юридически, либо перешел к другой статусу русский, то есть православие принял. Он, кстати говоря, это первое отменил не по этническому принципу, а по религиозному. То есть, если ты не принимаешь православие, то ты решаешь свой дворянский статус. Кстати, татар тогда тоже было. Их тоже... Либо ты остаешься татарином, либо ты остаешься аристократом. Да. И Екатерина II, то есть это татарам вернула, а марийцам чувашам нет. Вот так, да? Вот так. Интересно, интересно, да? То есть вот действительно не было понятно, что же она делала. Ну это как единая Россия. Нельзя пропасть. Ну что ж, мы общаемся уже 2 часа. Да, спасибо. Психологи говорят, что больше 2 часов человеческого внимания не в состоянии, так сказать, это пребывать в нормальном состоянии. Вот, подытоживая, наверное, да, если никто не против. Лично я для себя вот сегодня увидел, что Чуваши это такая, на самом деле, живая общность, что наши спикеры как бы горят этим. И живая общность, которая как бы старается строиться, как сказал Сергей Владимирович, на самом деле, то есть модернизироваться, встроиться, да, в нашу современную жизнь. Татары, на самом деле, точно так же себя сейчас ведут, это здорово, на мой взгляд. Спасибо, что вы поучаствовали в сегодняшнем обсуждении, надеюсь, не в последний раз. Спасибо, что пригласили. Да. Приезжайте в Чувашию. Да. Я, кстати, там был 2 раза проездом, есть желание посмотреть его. Большое реализуем. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Еще нет Чебоксары. Да, кстати, мы планируем премьеру чувашского фильма